Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, огромное вам спасибо за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Звезды обещают. Чего ждать, что исполнится. Посмотрите, пожалуйста, на песочек, загадайте на себя, так и спросите, что обещают мне звезды и что обязательно исполнится. Надеюсь, вы настроились. Я выбираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы выводят моими руками, пусть дадут нам знать то, что сейчас от нас скрыто, и то, о чем мы просим. Так, сразу хочу сказать по вот этим двум чайкам. Переезд, поездка, путешествие. Это то, что вы просите. Кто просит, да, обязательно у вас исполнится. Причем исполнится в какое-то ближайшее время. Да. У кого-то это может быть завтрашний день, а у кого-то может быть этот год. Обязательно здесь точно будут дороги, причем дороги запрашиваемые, да, вами просимые дороги обязательно случатся и случатся для вас очень-очень благополучно. Кто-то прям далеко уедет, попутешествует, мир посмотрит. Кто-то, например, поедет с кем-то встретиться, а кто-то переедет в другую локацию, в другое место, вот прям совершенно в каком-то, я не знаю, благостном состоянии, да, человек будет находиться. Еще я вижу человека, который несет сердце, огромное сердце к вам, в ваш дом, на ваш порог. Значит, это сердце может означать как возвращение любимого человека, как возвращение человека, которого очень-очень ждете, либо ждете от этого человека каких-то действий в вашу сторону. И также это может означать, как новый человек войдет в вашу жизнь с вот этим огромным сердцем, наполненным любовью, нежностью и благостью к вам. Понимаете, вот так вот идет. Еще здесь какой-то труд идет. Труд, когда люди работают вдвоем. Два человека очень усиленно работают. И у них все получается. Не поодиночке, а именно вдвоем труд. Один другого то ли подбадривает, то ли поддерживает, то ли помогает. Знаете, вот по-разному может отыграться. Но это именно вдвоем. Не один, вдвоем. Дальше у меня здесь семеечка вышла. Видите, такая вот, у которой детки. Если вы просили о детках, надеялись, ждали, мечтали, обязательно у вас эта детка будет. Будет прекрасная детка. Так, здесь еще момент. Кто-то просил полноценную семью, так, чтобы вот прям все было, да, полная семья, чтобы был мир, лад и любовь. Такая семья будет, но вам, чтобы до этой семьи дойти, нужно немножечко себя проработать. Вы человек мнительный, вы человек легко впадающий в панику и человек, который сам своими мыслями себе очень часто блокирует возможности. То есть вам по судьбе, да, иметь такую прекрасную семью. Но вот сидите, у вас, например, нет ни знакомых, ни друзей, да, с кем бы вы могли эту семью создать. Вот не встречаются вам такие люди. Вы сидите и думаете, ну все. Вот такая моя судьба, уже ничего не будет. И начинаете вот это паниковать, расстраиваться, себя накручивать и вот себе проецировать вот этот негатив и эту одинокую жизнь. Это очень плохо, этого делать нельзя. Здесь наоборот нужно себя проецировать на то, что все будет замечательно. Потому что семья здесь выходит. Причем семья такая вот прям веселая семейка, прям так хочется сказать. Люди очень активные, бодрые, любят друг друга, уважают, поддерживают. И у них какие-то вот прям интересы есть в жизни, которые вот наполняют энергетикой этих людей. Какое-то может быть увлечение общее на всех, может быть мечта какая-то общая на всех. То есть здесь именно вот такое теплое гнездышко выходит. Так, здесь у меня по вот этим весам
по весам. Справедливость идет. Справедливость. Кому нужна справедливость, кто просил справедливости, идет справедливость. Но вы должны быть готовы к тому, что если где-то в чем-то вы накосячили, даже так слегка, вам все равно придется за это ответить. Как бы вам это правильно... Вот есть момент такой, да, когда человек получает справедливое решение. Либо ситуация может быть и не совсем справедлива к человеку, но вот все именно будет по букве закона. Да? Вот как написано, так и случится. А человек от этой справедливости, он может как проиграть, так и выиграть. Понимаете? То есть, если четко знаете, что вы нигде ничего там крамольного не делали, то вам это отыграется большой радостью. И если вдруг где-то какая-то за вами вина все-таки присутствует, то тут, извините, придется ответить. Но вот что все эти случаи объединяет, так то, что будет все именно справедливо. Вот по букве закона, по прописанному. Для всех вот как едино идет. Даже вот самое сложное и запутанное. Так, у кого-то неожиданно идет деньги, как на голову падают. Деньги легкие, вы эти деньги не тяжелым трудом заработаете, да, вот прям будете вкладываться, работать, там, по копеечке собирать. Нет, это вот как-то на голову падает. Какая-то случайность, счастливый случай. У кого-то это может быть наследство, может быть выигрыш в лотерею, может быть какая-то компенсация, которая вам там была когда-то начислена, но вами не получена. Что-то вот прям приятно, неожиданно, легкие деньги, да, вот так можно сказать. Потратьте эти деньги с умом, потратьте на себя, либо вложите в себя, в свой дом, в своих близких. Вот это будет самое правильное. И, пожалуйста, не забудьте какую-то маленькую частичку этих денег пожертвовать на тех, кто нуждается, либо на какое-то хорошее дело опустить. Частичку, совсем чуть-чуть, там пару процентов, скажем так. Еще важный момент. Здесь идет примирение между людьми, которые друг друга очень сильно любили, но из-за сложностей характера, из-за какой-то непримиримой ситуации они просто разругались, пух и прах, разошлись по разным углам. И теперь сидят и страдают. Страдают, потому что это все было глупо, это все было прям из пальца высосано. Да? На самом деле ничего там прям катастрофичного не происходило, но вот это вот какая-то гордость, какой-то вот, знаете, себялюбие, да, вот стало причиной того, что любящие люди расстались. Здесь будет чья-то добрая воля, какого-то человека, который вас примирит, который возьмет, например, вас за руку, да, того человека за руку и вас просто помирит. Сами вы на такое примирение, навряд ли пойдете, да, тут слишком много вот всего уже там подмешалось, намешалось, какие-то слова обидные, какие-то действия не очень приятные, но тем не менее, благодаря какому-то третьему человеку вы примиритесь, а кто-то примирится, потому что у вас ребеночек, например, есть, да, и вот ваш ребеночек станет таким вот миротворцем, который примирит маму с папой, допустим, да, вот такое может быть. Дальше, мои милые, здесь какой-то пожилой человек, уже в преклонном прям возрасте, да, почему-то вот идет, что человек, вот как теряет смысл жизни, либо вкус к жизни, как уже ничего не хочется, уже вот прям такое настроение такое пассивное, вот все там уйдите, оставьте, мне там осталось, да, там пару дней, там пару часов, да, человек вот в таком состоянии. Я вижу, что у этого человека появится смысл в жизни. Что это конкретно будет, я не могу сказать. Но появится смысл, и человек еще, знаете, как какую-то вот прям либо социально активную жизнь начнет вести, либо, в принципе, да, вот какая-то прям активность идет. То есть человек там, я не знаю, с кровати не вставал, грубо говоря, да, там готовился уже, да, к переходу в другой мир, а то вдруг, да, начнет там и кушать, и там за собой следить, и выходить из дома, чем-то заниматься, с кем-то общаться. То есть какое-то вот прям идет, как второе дыхание у человека открывается. Это может быть вы, кто смотрит мою отсыпку, а может быть кто-то из ваших близких, знакомых, родственников, людей, которые к вам близко находятся, да, которых вы любите, знаете, за которых очень сильно переживаете. Так, еще хочу сказать по тем людям, у которых детки не очень здоровы. Прям выходит эта тема, не могу про нее не сказать. Значит, здесь, благодаря вашему упрямству,
вот этому, знаете, вот прям не сдамся, да, вот вам говорят, ну нету лечения, ну это все, это там, ну живите так, вот люди живут, и вы живите, а вы вот прям такой упрямый человек, вот как, знаете, ну тут ослик выходит, да, ослики, они же очень прямые, и вы вот как такой упрямый ослик говорите, да нет, может быть другие и живут, а мы так жить не будем. То есть мой там, например, ребенок не будет болеть, либо у него не будет там каких-то ограничений. Вот благодаря вашему вот этому железной хватке, скажем так, да, и вот этому упрямству, ну, вы действительно горы перевернете. То есть, ну, вот идет мама, да, мама именно ребенка на ноги поставит. То есть добьется для своего ребенка таких условий, такого лечения, либо такого подхода, когда ребенок идет на поправку. Но опять же таки, это именно вот для тех людей, которые вот как, да, с вот этой вот упрямостью, да, с несгибаемостью подходят к этому вопросу, к этому делу. Так, семья. Тут идет семья. Тут у кого-то из девушек, женщин будет выбор оставаться либо уходить. Возможно, появится любовник. Либо, знаете, вот какая-то... Ну вот желание, да, жить и любить, а ваш партнер вот там, ну, не кует, не мелет, да, вообще никакой, пассивный, может еще там своими какими-то увлечениями не совсем хорошими быть. И у вас прям такая дилемма, что делать, терпеть, либо все менять. Все прям подчистую. Я сразу скажу, у кого мужчина появится, любовник, вы все поменяете, вы с тем другим мужчиной будете жить. Но вы должны быть готовы к той вещи, что вот тот другой мужчина, он тоже со своими какими-то приколами может быть. То есть, понимаете, вы, ну как, шило на мыло меняете на самом-то деле. Здесь нужно немножечко поспокойнее относиться к своим партнерам и искать свои какие-то отдушины, какие-то свои развлечения. А у других людей отыграется так, что, ну, человек согласится, примет те условия, в которых сейчас проживает, и вот, может быть, ради детей, может быть, ради какого-то даже имущества, ну, согласиться с тем, что есть. И в том и в другом случае это не совсем корректно. В первом случае, я уже сказала, да, то есть вы как будто бы что-то, ну, внешне это разные люди, да, но вот если по сути, если присмотреться, очень похожи. Тут проблема не у них, а больше как у вас идет. Вам нужно разобраться с собой. У вас эти все проблемы от того, что вы себя не реализовали. То есть вам бы себя реализовать, да, и уже мужчина бы к вам там подтянулся, либо вы проще относились к каким-то вот косякам вашего мужчины. Во втором же случае то же самое. Женщина идет, ну, слишком какая-то, ну, не знаю, может быть обидчивая, может быть, наоборот, забитая. И здесь нужно не мужчину подталкивать, ну, ты же мужик, да, ты же главный, ты же муж, давай там, вставай, активничай, а самой занимать эту позицию активного человека, лидера и управлять своей жизнью, жизнью этого человека, да, партнера своего и жизнью своей семьи. Может быть, не хотите, может быть, боитесь, может быть, у вас такое воспитание, да, что вот я-то женщина, а вот, ну, кто, да, я там дети, стирка, уборка, готовка. Мужчина должен это все делать. Ну, ваш мужчина немножечко такой флегматичный и боится, может быть, чего-то, может быть, закомплексованный. Поэтому, девочки, берите инициативу в свои руки и раскручивайте маховик счастья в вашей семье. И все будет у вас замечательно. Мои дорогие, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.